13 марта 1779 года в Твери по дороге на Москву остановился император Павел I. В этот день он приложился в Спасо-Преображенском соборе к мощам святого благоверного князя Михаила Тверского, а на следующий день произвел смотр расквартированным в Твери войскам. И в 1919 году в этот день главное событие дня также касалось мощей Михаила Тверского. 13 марта ткачихи Морозовской мануфактуры на митинге приняли резолюцию о вскрытии мощей святого. Такие же митинги прошли на Берговской мануфактуре и Коняевской мельнице. Письма верующих в горосполком с просьбой не трогать мощи Михаила Тверского высмеивались в местной газете. 13 марта 1932 года в Доме Союзов состоялся концерт, в котором приняли участие многие известные московские артисты. Но особое восхищение зрителей вызвал актер Иван Кырло, исполнитель роли Мустафы в кинофильме «Путевка в жизнь». А в 1960 году в этот день в Калинине прошел первый городской слет туристов. Он был посвящен завершению зимнего спортивного сезона. На лыжню протяженностью в 4 километра вышло более 100 спортсменов. Лучше всех в этих состязаниях проявили себя туристы полиграфического комбината. 13 марта 1968 года первых гостей, прибывших из Кашны, Весьегонска, Кимры и Ржева, принял новый аэровокзал в Змееве. В ту пору авиасообщение связывало Калинин не только практически со всеми районными центрами нашего края, но и рядом городов и соседних областей. Здание нового аэровокзала можно было заметить издалека. Красивое, не совсем обычное, со стеклянным куполом на крыше. Для пассажиров были устроены удобные залы ожидания, комната матери и ребенка, столовая, камера хранения. Здесь же расположилась диспетчерская, оборудованная самой современной аппаратурой, позволяющей поддерживать связь с любым самолетом, находящимся в воздухе. В день открытия нового вокзала его строители совершили несколько кругов на самолете над аэропортом. В 1976 году в этот день в поселке химинститута начал работу Дворец культуры «Синтетик». В день открытия его зал, рассчитанный на 600 мест, был заполнен строителями, сотрудниками НИИСФ и жителями микрорайона. И, наконец, 13 марта 1989 года в помещении цирка с огромным успехом прошел творческий вечер поэта Евгения Евтушенко, который не только прочитал свои старые и новые стихи, но и долго отвечал на многочисленные вопросы зрителей.